Эфир национального продолжает программа «Главное». Сегодня обсудим развитие сельского хозяйства республики, а также весеннюю посевную кампанию. У нас в гостях заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Ильяс Келигов и главный агроном Россельхозцентра Ингушетии Осман Сампиев. Так, Ильяс, давайте начнем с вас. Расскажите на сегодня, какое состояние сельского хозяйства республики, что оно из себя представляет? Сельское хозяйство республики – это одна из основных отраслей экономики республики. На сегодняшний день в республике насчитывается в пределах 73 тысяч пашни и 150 тысяч земель сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители республики провели сев озимозерновых, начали посевную кампанию, весеннюю посевную кампанию. На сегодняшний день 50% мы уже закончили, еще 50% на стадии завершения. То есть это яровые культуры: кукуруза, подсолнечник, картофель, овощи. Такие виды работы сегодня проходят. А почему в республике именно на эти культуры уделяется внимание? Основное направление мы уделяем это на кукурузу, потому что сегодня наша почва позволяет нам выращивать кукурузу, подсолнечник, все виды сельскохозяйственных культур, кроме, я так скажу, теплолюбивых. Это цитрусовые в республике нам не позволяет это все выращивать. Остальное все выращивается в республике. Нет такого ограничения по климату, по почвам, по состоянию, что мы не могли бы выращивать. У нас почва идеальная, кавказский чернозем позволяет все выращивать. Вы сказали, на 50% сегодня все засеяно. На 50%. У нас последний срок посева это в пределах где-то 20 мая. Мы бы даже, наверное, 80% закончили бы, если бы не погодные условия, которые складываются климатические. В связи с дождями чуть-чуть затормозили посевную, а так, я так думаю, до 20 мая мы укладываемся в сроки, если погодные условия нам позволят. Есть какие-то ГУПы, которые уже закончили? Да, есть. У нас Малгобекский район почти закончил. Почти, я почему говорю, ГУП Малгобекская закончила посевную кампанию, ГУП Беркут закончил, ГУП Зори Кавказа закончили. ГУП Алганчурская осталось там посеять где-то 400 гектаров подсолнечника и тоже закругляется. Назрановский район, здесь складываются погодные условия так, что чуть-чуть влажно в связи с дождями. Но они получается так, что в Малгобекском районе чуть-чуть теплее, чем в Назрановском Сунжинском районе, предгорной части. Поэтому разница 2-3 дня, я думаю, влияет на посевную кампанию. Мы закончим, я так думаю. То есть в агротехнический, у нас запас по агротехническим срокам есть еще. То есть проблем никаких нет. Техника есть, семена есть, удобрения есть, люди готовы, почва подготовлена. Ждем погоды. Вот сейчас в связи с этими дождями, которые с 1 по 3 прошли, чуть-чуть влажно в поле выходить. Поэтому ждем установки погоды и все. Дальше закончим. Хотелось бы узнать, на какие культуры сделан акцент сегодня. В конце прошлого года мы с вами встречались в этой студии, ставили задачи на этот год, какие-то планы у вас были. Но из-за нестабильности на финансовом рынке вам, как и другим ведомствам, наверняка пришлось какие-то внести коррективы. Расскажите, как изменилась аграрная политика в республике за эти полгода? Вы знаете, мы в основном делали все это время акцент на зерновые и зернобобовые культуры и частично на овощи. Теперь нам приходится делать корректировку, как вы сказали, в связи с последними событиями. Мы основной акцент делаем на овощи и картофель, для того, чтобы мы смогли обеспечить население республики картофелем и овощами. У нас получается так, что мы увеличили по сравнению с прошлым годом это пределом на 400 гектаров картофеля. У нас 1100 гектаров картофеля в этом году будет. И где-то в пределах 600 гектаров овощей по сравнению с 250 в прошлом году. 250-300 было.
Продовольствием сейчас по поручению указа президента Российской Федерации, поручения главы Республики Ингушетия, чтобы мы обеспечили продовольственную безопасность в Республике Ингушетия. А что такое продовольственная безопасность? Это обеспечение борщевого набора полностью, чтобы мы могли обеспечивать людей картофелем, овощами полностью. Но я не скажу, что мы сможем, за счет того, что население у нас большое, пределах 500 тысяч, да, и площадь, как сказать, пашня земли, которую мы можем получать урожай, малоземелье. Если 70 тысяч пашни нам не хватает, нам где-то в пределах 150 тысяч, если было в республике пашня, конечно, мы тогда смогли обеспечить полностью 100% республику, но пока мы обеспечиваем республику на 55-60%. Это не по всем культурам. Мы, если говорить по многолетним насаждениям, то фрукты, да, яблоки, мы обеспечиваем 100%. По овощам мы обеспечиваем 65%, по картофелю обеспечиваем 55%, остальное приходится завозить. Вот такой вопрос, Ильяс. Мы в большей степени сажаем кукурузу и пшеницу, да, насколько я знаю. Вот наша пшеница, она годится для того, чтобы делать из нее муку, перерабатывать ее? Если да, насколько у нас налажен этот процесс, если нет, в чем проблема? Проблем для того, чтобы мы получали 3-4 класс в республике, проблем никаких нет. Просто необходимо, как сказать, сам сельхозтоваропроизводитель должен относиться к этому как бы ответственно. Если мы сегодня применяем минеральные удобрения, применяем средства защиты растений, высеваем районированные элитные семена, то у нас все есть на это возможности получать 4-3 класс для того, чтобы мы могли получать муку. Если сравнивать по годам, то в прошлом году у нас в пределах где-то 17 тысяч тонн было 4 класс, 5,5-6 тысяч где-то 3 класс было, мы получили. Можно получать не то, что... Это отношение самого человека. Если он просто берет и сеет, да, он получит фуражку, фуражное зерно. Если он будет относиться, носить те нормы удобрений, которые надо, применять микроудобрения, применять нормальные семена, элитные, тогда, конечно, мы можем получить потенциальный 3-4 класс для того, чтобы мы могли получать муку, и все. А сегодня стоят такие задачи или нет? Что сделал Минсельхоз для этого? Мы издали указ по Минсельхозу для всех сельхозтоваропроизводителей республики. По сортам, скажу так, мы запретили высевать 3 и 4 сорта. Для государственных унитарных предприятий, озимые, зерновые, зернобобовые. Зернобобовые – это гибрид первого поколения. Или по зерновым это суперэлита, элита и первая репродукция. 2, 3, остальное запрещено. По фермерам мы им разрешили, в зависимости от их финансовой возможности, конечно, 2 репродукцию. Это по зерновым. Кукурузу только гибрид. Либо сорт, это элитные семена должны быть, либо если гибрид, то это должен быть гибрид первого поколения. Остальные там неизвестного сомнительного происхождения мы запретили. Для этого нам и Россельхозцентр помогает в этом направлении, за что им большое спасибо. В принципе, мы за этим следим. Государственное унитарное предприятие, после того, как закупает семена, мы сразу берем документы, проверяем сертификаты, что они купили. Сразу же, вот на каждом совещании, до окончания посевной, мы им говорим, у нас каждую пятницу проходит совещание, чтобы они предоставляли семена на отбор в Россельхозцентр. Эта работа у нас, взаимодействие имеется, мы все передаем государственным унитарным предприятиям, и не только государству, всем сельхозтоваропроизводителям. Все, кто завозит сегодня элитные семена в республику, они должны предоставлять на проведение анализов, на соответствие, на схожесть, на энергопрорастание, на чистоту Россельхозцентр. Соответственно, Россельхозцентр уже проверяет это все, фитоэкспертизу делает. И
по болезням еще тоже смотрим. И уже выдают свой результат. Взаимодействие у нас с Россельхозцентром налажено. Так, Усман, мы знаем, что за качество семян вы отвечаете, да? Расскажите нам про вашу работу. Хотелось бы узнать, какие семена более подходящие для нашей республики, там, по пунктам, да, там, пшеница, кукуруза, и почему именно эти семена вы сегодня выбираете? Ну, нужно отметить, что традиция высева этих культур у нас в республике, она появилась не сегодня, это уже с давних пор идет эта традиция, акцент на озимый клин, это пшеница, ячмень в основном, и яровой, это кукуруза, как вы сами отметили. Это традиция наших отцов. И я бы, конечно, и пожелал бы, чтобы эти традиции не нарушались и продолжались бы дальше, потому что много связано с этой культурой, наша ментальность наша. Это все, что касается вот тех направлений. Что касается подбора вот этой как бы категории и номенклатуры тех культур и подбора семян. Во-первых, кукуруза у нас, как сказал мой коллега с Минсельхоза, наши погодные климатические условия в некоторых местах нашей республики, они очень благоприятно подходят для выращивания кукурузы. Озимые культуры, пшеница и ячмень хорошо себя показывают в других местах. И где есть возможность высеять культуры, которые дадут максимальную урожайность, качество, эти места надо засевать именно такими культурами. Вот, допустим, Назрановский район, он очень подходит под культуры, такие как кукуруза. Поэтому необходимо делать акцент в Назрановском районе, где и влажность, и почва позволяет, значит, на эту культуру. Более засушливый регион — это наш Малгобекский район, предгорная зона вот Сунжского района тоже рассчитана на озимый клин. Помимо этого, необходимо, как уже здесь было вами отмечено, необходимо еще оглядываться на то, в каком состоянии у нас вообще сама социальная, так сказать, обстановка находится. Поскольку нам необходимо поддерживать безопасность, продовольственную безопасность, поэтому необходимо и рассчитывать на другие виды культур, там, овощные, там, другие, и фруктовые, и многолетние насаждения. Большое внимание уделяется и нашим руководством, и Минсельхозом на то, чтобы все эти культуры у нас в республике были охвачены, и фермеры выращивали эту продукцию для наших граждан. Правильно вы отметили, что очень важно качество выращенного урожая. Конечно, необходимо смотреть, сами фермеры, сельхозтоваропроизводители, они должны сами регулировать финансовую возможность свою и другие какие-то аспекты по выращиванию. Если финансовые возможности есть, надо выращивать продукцию высшего качества, потому что потребность в высшем урожае высшего качества, она намного шире. Вы можете позволить себе эту пшеницу, во-первых, реализовывать по высокой цене, направления, по которым вы можете, это на муку, крупу и прочее, то есть дальнейшая еще переработка вот этого, значит, продукции, выращенной вашей продукцией. Но все это увязано с тем материалом, который вы приобретаете, это семена. Если семена вас подведут, значит, ожидать какого-то большого урожая или каких-то больших результатов тоже не стоит. Поэтому, как отметил мой коллега вот, Ильяс, он правильно заметил, что в республике уделяется большое внимание, да еще вообще по России большое внимание уделяется качеству посевного материала. Конечно, и государство в этом принимает непосредственное участие и поддерживает тех фермеров, тех сельхозтоваропроизводителей, которые стараются высевать семена высших репродукций, в том числе и элитных семян, которые у нас с каждым годом все больше и больше занимает вот,
из количества высеваемых семян. Надо смотреть на качество высеваемого материала, помимо репродукционного его качества, еще и по его пассивным качествам. В пассивные качества входят такие важные показатели, как схожесть, значит, влажность немаловажную роль играет, потому что при высокой влажности сохранность семян очень низкая. Схожесть, вы, наверное, по самому термину, сами, наверное, наши зрители понимают, что схожесть — это тот результат, по которому при высеве это семя даст ростки, даст в дальнейшем и урожай. Поэтому наш филиал Россельхозцентров, он обеспечивает такую возможность для сельхозтоваропроизводителей проводить такие исследования у нас в лаборатории. Мы проводим исследования на полный анализ. Если какому-то сельхозтоваропроизводителю необходим какой-то непосредственный анализ, он может обратиться к нам и с такой просьбой. Практически все предприятия, сельхозпредприятия, и в том числе и группы, с нами заключили договор, и всегда идут как бы, у нас взаимодействие с этими предприятиями. Те семена, которые производятся у нас в республике, те, которые завозятся извне, мы стараемся охватить весь этот материал в своих исследованиях, в своих анализах и даем некоторые рекомендации, допустим, по тем или иным партиям семян. Если партии удовлетворяют основным показателям, требуемые к посевному материалу, это к ГОСТу, значит, мы даем такой совет приобретать. Если не проходит по некоторым показателям, естественно, мы такую рекомендацию по приобретению этих семян, мы такие рекомендации не даем. У нас в республике районированные семена должны быть высеяны в зависимости от наших почвенных, климатических условий. Это 6-й регион высевы, поэтому и, соответственно, необходимо завозить семена те, которые подходят под наш регион. Помимо этого, у нас в последнее время Россельхозцентр большой акцент уделяет внимание демонстрационным опытам, то есть проводит опыты по приспосабливаемости тех или иных сортов непосредственно в наших условиях, наших климатических условиях нашей республики. Вот и в этом году мы высеяли такие демонстрационные участки в Сунжинском районе, 6 сортов озимой пшеницы. Посмотрим, как они будут, как себя проявят. Пока на сегодняшний момент мы ведем мониторинг этих участков, пока на сегодняшний момент они показывают хороший результат. Ну, в дальнейшем увидим, какой по урожайности, прочим показателям, уже качество зерна, посмотрим, как они покажут себя, эти сорта, в наших условиях. Вот. Есть еще вариант у нас по сое. Соя тоже занимать должна у нас довольно-таки хороший. Ну, посмотрим. Есть хозяйства заинтересованные в этой культуре. Вот. Мы привезли в республику 7 сортов сои. Значит, нам предоставили такую возможность. Одна из компаний, передовых компаний Российской Федерации предоставила такую возможность, предоставили эти семена. Мы тоже ждем сейчас погоды, вот отмечались по поводу погоды. Мы ждем погоды, высеять эти семена и сравнить с теми семенами, которые были хозяйством высеяны в республике. Вот, пока вот так вот. Мы знаем, что у вас государственная структура, да? И, в принципе, часть услуг вы оказываете бесплатно, часть у вас платные услуги. Расскажите нам, вот жители республики, там частные подворья, какие услуги они могут у вас заказать? Ну, в основном мы оказываем услуги те, которые зарегистрированы у нас как налогоплательщики. Это предприятия сельскохозяйственного направления, ГУПы, кооперативы и фермеры, которые зарегистрированы как юридические лица. Основное государство, поскольку государство должно охватить основную массу сельхозтоваропроизводителей, поэтому
и в это число входят как раз-таки эти предприятия. Однако мы не отказываем в своих услугах и частным каким-то лицам, те, которые обращаются по поводу своего личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерских хозяйств. У нас большой клин крестьянско-фермерских хозяйств. Все, которые обращаются, мы находим какой-то вариант с ними взаимодействия, им оказать помощь. Конечно, да, мы, поскольку государственное бюджетное учреждение, за счет средств федерального бюджета мы оказываем государственные услуги по направлению растениеводства. И по тем выделенным средствам, которые нам выделяет федеральный центр, мы заранее заключаем договора, те, которые нам обращаются. И если у нас уже не помещается в тот объем, который нам выделяет средства на оказание бесплатных услуг. Госзаказ. Да, государственного заказа. Те, которые не вмещаются в этот госзаказ, тем мы оказываем услуги на небюджетное направление, по небюджетное направление. Элиас, хотелось бы узнать, мы знаем, насколько пострадало сельское хозяйство из-за введенных санкций. Я знаю, что на многие экспортные товары сильно поднялись цены, особенно это коснулось овощеводства и садоводства. Имеется в виду там, где используются иностранные технологии. Как сегодня вообще настроение у сельхозпроизводителей в республике? Ну, как вы сказали уже, да, действительно, в свое время в овощеводстве и в садоводстве в основном применялись как средства защиты растений, так и техника, которая применяется, все иностранное. Но и тем не менее сельхозтоваропроизводители и Минсельхоз России находят такие способы, чтобы мы, то есть сельхозтоваропроизводители, не почувствовали вот этот дисбаланс, который сегодня с этими санкциями связан. Есть в России многие предприятия, которые имеют больше и лучше качество тех аналогов, которые сегодня имеют. Это по средствам защиты растений, это по технике. Это, да, зарубежно. Сейчас сегодня они поставили такой вопрос, как бы с этими санкциями, что мы не можем завозить на ту технику, которую садовую они приобретали, иностранные запчасти. Но и тем не менее, я думаю, что Минсельхоз России находит такие моменты, чтобы их как бы заменить. Росагролизинг, который сегодня действует на площадке в России, один из основных игроков сельскохозяйственной техники, они обеспечивают те машиностроительные заводы, которые сегодня имеют в России, они тоже как бы полностью подключили и дают возможность замещать ту импортную продукцию, которая имеется в виду запчасти, средства защиты растений, которые необходимы для наших сельхозтоваропроизводителей. В этом проблем я не вижу. Нет таких проблем. Я знаю, что многие и сельхозтоваропроизводители, и игроки на промышленном рынке через третьи страны как-то стараются завозить технику, да, через Турцию, там, через какие-то Казахстан, другие страны. Это, конечно, чуть накладно, да, но все-таки хорошо, чтобы работа не остановилась. Я не думаю, что проблем из-за этого будет. Потому что сеять в любом случае надо. Вот я буквально вчера вечером приехал, ну как бы у меня была такая личная командировка своя. Ни одно поле, начиная с Ростова, заканчивая Ингушетией, я не заметил, что техника простаивает, что обработки идут, посевная идет. То есть проблем с этими санкциями у нас в России, я так думаю, нет. Тем более в сельском хозяйстве. Нет таких проблем. Элиас, мы знаем, что в республике очень много КФХ, которые также развивают сельское хозяйство. Какую лепту они вносят в аграрную жизнь республики, хотелось бы узнать, какое у вас взаимодействие с ними. И еще добавочный вопрос туда. Целый месяц вы проводили сельхозярмарки, где жители республики могли по сниженной цене купить много товаров, особенно мясо, там, овощи, фрукты, в принципе, все, что производится в Ингушетии, все, что производится нашими производителями, вы как-то старались реализовать по сниженной цене. Расскажите нам, насколько вам это накладно было, да, насколько людям это было удобно? Ну, я скажу так, что 65% занимает крестьянско-фермерские хозяйства в республике. Это основной костяк
Ну, я не хочу как бы уменьшать отношение ГУПов в сельском хозяйстве, но и тем не менее крестьянско-фермерские хозяйства занимают 65-70% основного клина. Сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства наравне с ГУПами тоже ведут свою деятельность. У них же также посевная компания, они также относятся ответственно к своим обязанностям. То, что касается ярмарок, да, действительно, мы провели где-то 14 ярмарок с марта месяца по 1 по 30 апреля, 2 месяца подряд, каждую субботу и воскресенье. Вся продукция, которая находилась на этих ярмарках, это наша местная продукция. На этих ярмарках участвуют все крестьянские, ну, скажу, основные крестьянско-фермерские хозяйства. Сад-гигант Ингушетии, агрокомплекс Сунжа, птицекомплекс Южный, молоко Ингушетии. Это все основные такие бренды, которые у нас в республике находятся. Все, что там продавалось, вся продукция была снижена на 30% ниже рыночного. Эта ярмарка проводилась по поручению главы Республики Ингушетия, по поручению правительства. Я думаю, мы с этой работой справились. Люди, соответственно, были довольны. Нам, я не скажу, что мы 100% как бы стабилизировали или снизили цены, но, по крайней мере, сломать хребет тем недобросовестным продавцам продукции мы смогли. Потому что сегодня вставить цену 420, 440, 450 рублей за мясо килограмм, когда себестоимость она того не стоит. У нас говядина на данных ярмарках 350 рублей, баранина, где на рынке сегодня продаются 520, 550 где-то, да, 400 рублей. Это хорошее подспорье. Каждая ярмарка была насыщена, людей было много, довольных. Я не скажу, что 30% может быть и недовольны, но и тем не менее довольно было много. Это для нашего населения, для жителей Ингушетии хорошая помощь, я думаю, так. Вот я бы добавил, я лично где-то 5 ярмарок, по-моему, посетил, мы делали видеоматериалы по ним. Люди, которые реально пришли, чтобы что-то покупать, они были с пакетами, с мешками, да, у них полные машины были, они были довольны, в принципе. И стоимостью были довольны. Ну, недовольных, конечно, недовольны 100% довольных никто не будет. И пришел посмотреть. Да, людям-то хочется, чтобы поменьше цена была и побольше купили, но сегодня рынок диктует в любом случае. Каждый день проводить эти ярмарки, каждую субботу, воскресенье, я считаю, это хорошее дело, но и тем не менее весь рынок сломать, сбить цены мы тоже не сможем. Потому что она идет как бы торговая цепочка, там закупил по одной цене, здесь продал. Это такая политика торговая. А вот как у вас вообще получилось провести эти ярмарки? Мы знаем, что, в принципе, сельхозтоваропроизводители должны и себе выручку делать, да, как-то, ну, в этот период они очень сильно снижали цену. Какое у вас взаимодействие с ними было? Какие рычаги влияния, так сказать? Ну, рычаги, любой сельхозтоваропроизводитель, который является юридическим лицом, сегодня имеет как бы статус христианско-фермерского хозяйства. Они сегодня получают субсидии с федерального бюджета и с республиканского бюджета. Вот. Есть полное взаимодействие с крестьянско-фермерскими хозяйствами. У нас в республике хорошо действует Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств. То есть, что государственное унитарное предприятие, что крестьянско-фермерские хозяйства понимают, что поднятие цен ради собственной наживы это не есть хорошо. Поэтому в основном, как он сказал, крестьянско-фермерские хозяйства, вот те, кто продавали мясную продукцию, они видят, какие у них затраты, какой выход у них, какая себестоимость. Соответственно, они и регулируют цены. Да, мы будем оказывать крестьянско-фермерским хозяйствам помощь,
Это по разным направлениям в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Они участвуют в субсидиях. Я думаю так, что мы будем оказывать им помощь, соответственно, свою они продукцию будут выставлять на ярмарках по соответствующим ценам. Да. И еще хотелось бы обсудить другую часть сельского хозяйства, а именно реализацию продукции. Мы знаем, что сельхозпродукцию произвести — это как бы не завершение работы, да, надо ее как-то выставить, продать. И в ВКЖ вы сейчас создаете целый большой центр, да, оптово-распределительный. Расскажите нам про него, насколько полезно будет это не только жителям республики, которые смогут приобрести там какие-то товары, но и тем, кто будет реализовывать свою продукцию. Ну, вы знаете, у нас во всех субъектах Российской Федерации сегодня имеются оптово-распределительные центры. Единственное, у нас в республике есть оптово-распределительный центр, это при саде «Гигант», но это для фруктохранилища. А такого масштабного оптово-распределительного центра у нас в республике не было. Сегодня, как мы знаем, строится в Викажево оптово-распределительный центр «Магаз». Там Маталиев Магомед, по-моему, да, застройщик. Оптово-распределительный центр нам позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей всей продукции сельского хозяйства. И не только там у него, насколько я знаю, планируется и рыбные продукции, и консервные продукции, и макаронные изделия. Вся продукция, которая в республике необходима, будет находиться в этом оптово-распределительном центре. Соответственно, она будет закупаться по себестоимости, я думаю, по рыночной цене она не будет закупаться. И, соответственно, по сниженным ценам она будет недостающая продукция, которую макароны, консервные, рыбные изделия, которые у нас в республике не производят, будет завозиться тоже по сниженным ценам. Ну и, соответственно, и реализация оттуда будет, соответственно, ниже рыночной. Потому что я разговаривал с Магомедом, судя по его словам, он настроен очень так, ну, как сказать, агрессивно работать в этом направлении. И цены соответствующие, я думаю, будут ниже, чем на рынках. Теперь хотелось бы затронуть, так сказать, сладкую тему. Наши пчеловоды, чтобы собрать как можно больше меда, вынуждены выезжать за пределы республики. В основном они едут туда, где много акаций и липы. Расскажите, вот несколько лет назад как-то обсуждалась высадка деревьев у нас в Ингушетии. Как сегодня обстоят дела в этом вопросе? Ну, насколько я знаю, пчеловоды, у нас есть в республике ассоциация пчеловодов. Да, им года 2-3 назад, если мне память не изменяет, были выделены земельные участки для того, чтобы они могли высеять те деревья, которые необходимы для пчел, для того, чтобы был сбор меда. Конкретно сказать, что есть, конечно, те пчеловоды, которые действительно сделали закладку деревьев, но есть и недобросовестные, те пчеловоды, которые не по назначению, так скажем, используют эти земельные участки. Но это такая тема. Охватить всех пчеловодов. У нас пределов в республике пределов 2000 пчеловодов, которые они как бы не имеют юридического статуса, но сами по себе группировались и занимаются пчеловодством. Конечно, на всех пчеловодов территории не хватит. Это однозначно. Сколько бы ты деревьев не высаживал, все равно акацию высеял, нужна липа, нужна разнотравье. Разнотравье нужно. У нас территория очень маленькая для всех пчеловодов, я так думаю. Там же должен быть какой-то ограничительный барьер, чтобы его пчелы с твоими не смешивались. Ну, то как... Но планы есть, да, я так понимаю? Ну, планы, как вам сказать, планы? Мы можем гектарами засевать их, но толку от этого не будет. Ну и напоследок хотелось бы затронуть вопрос кормов. В прошлом году мы с вами общались, вы сказали, что высокая цена на сено была из-за теплой весны, потому что осадков было мало. Вот пару лет назад пачка сена стоила там 70, 80, до 100 рублей. В прошлом году она стоила до 150, 170 рублей. Я так понимаю, в принципе, и этот вопрос как-то затрагивает продовольственную безопасность. Есть ли какие-то ожидания в этом году? И, в принципе, ваше воздействие может быть оказано? Ну, вы знаете,
Все зависит. Сено – это такое направление сегодня. У нас есть в республике пашни, есть сенокос, есть пастбище. Если 2020 год, 2021 год, 2019 год, у нас в республике устанавливается в тот момент, когда необходимо сенокошение, процесс проходит, у нас устанавливается засуха. То есть все, что сегодня как бы растет на сенокосе, оно засыхает. Заниматься непосредственно кормопроизводством, это надо со структуры посевных площадей убрать какую-то основную, как бы главную культуру и заниматься кормом. Ну, у нас не рентабельно, так сказать. да, есть такие люди, которые сегодня имеют наличие пашни, занимаются высевают, ну не то, что высевают, косят и делают пачки с гумая. Это катастрофически запрещено. Если они хотят заниматься кормопроизводством, есть сенокосы, есть пастбища, их можно окультурить, можно подсеять, можно сделать рекультивацию. Ну, я не могу сказать, что как бы погодно-климатические условия от человека это не зависит, вы знаете это. Ну, каждый должен заниматься. Вот в республике сегодня посеяли где-то в пределах 2100 гектаров однолетних трав. Есть многолетние травы, есть люцерна. Ну, это, знаете как, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Сегодня, если ты занимаешься животноводством, ты должен четко понимать, где ты будешь брать кормовую базу. Есть сено, есть солома. Вот раньше ее как-то сжигали, насколько я помню, те года. Солому, да? Да, солому сжигали. Ну, после этого, по поручению, это Юнусбека Евкуру, я помню, по поручению МЧС, и сейчас очень сильно настаивает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. То есть они внесли изменения в постановление правительства о выделении субсидий. Если сельхозтоваропроизводитель сегодня как бы попался на том, что он сжигает растительность на своих полях и имеет административное правонарушение, то ему субсидии не выдавать вообще. Теперь такие рычаги действуют. Ну, государственное унитарное предприятие ни 1 килограмм соломы на поле не оставляет. Мы все собираем. Есть животноводство у нас, нету животноводства. Мы собираем и складируем. Кому надо, тому и продадим. В прошлом году, позапрошлом году, я, как уже сказал, была засуха. Это по всей России она была. Калмыкия и Дагестан вообще остались без кормовой базы. Им с федерального центра оказали финансовую помощь для того, чтобы они могли с других субъектов закупать кормовую базу. Слава Богу, у нас в республике такой проблем нет. Просто надо все вовремя делать, вовремя собирать. И я, конечно, противник того, чтобы на пашнях высевались гумай, как мы раньше говорили. Это запрещено. Лучше посеять люцерну. 2 года ты получишь хороший урожай сена, на 3-й год можешь рисковать и получить высокий урожай зерновых культур. Люцерна – одна из основных предшественников, самых лучших предшественников для других культур. То есть она обогащает почву азотом. Это знает сельхозтоваропроизводитель, наверное. Надо заниматься кормопроизводством. Если у нас сенокосы сегодня высыхают, то это уже... Вопрос в погоде, да? Да, вопрос погоды. Ну, я знаю, что еще, в принципе, люцерну можно 2-3 раза в год косить, да? Конечно, конечно. Если она еще поливная, то можно получить такой урожай, что 250-300 тонн не вопрос. Ну, спасибо вам за диалог. Он получился обстоятельный. Давайте на этом, в принципе, и завершим нашу программу. Дорогие телезрители, на этом у нас все. До встречи в эфире.